Среди воинов лучники занимали особое место. В прошлом это было самое грозное оружие, поскольку стрела издали могла поразить человека. Отравленные стрелы несли неминуемую гибель. В битве на мечах тот, кто был проворнее, мог ранить противника, но стрела прилетала издалека в самый неожиданный момент, а будучи отравленной, наверняка убивала человека. Псалмопевец написал в Псалме 126, в стихе 4 следующее: «Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». Итак, вы во Христе. Вы переживаете в духовной жизни молодость. Некоторое время назад вы покаялись, вы были ребенком, затем вы выросли, стали разбираться в духовной жизни. Стремитесь приводить к Иисусу других людей, к Евангелию, чтобы они спаслись. Поскольку, подобно стрелам в руках сильного, они будут вашими сыновьями, будут благословением, принесут вам много радости, и Бог даст вам вознаграждение. Посмотрите на этого благословленного человека. С каким ухом у вас была проблема? С правым. Как долго? Уже 31 год. Если прикрыть это, вы не слышали. Я слышала очень плохо. Тогда прикройте хорошенько. Как вас зовут? Розанжела. Какое у вас образование? У меня законченное среднее образование. Теперь помолимся. Отец, я молюсь за то, чтобы все имели в своей духовной молодости сыновей и никогда не впадали в духовную старость, чтобы принести еще много радости небесам. Во имя Иисуса я благословляю этого человека, во славу Твою. Пусть уйдет все зло. Хорошего дня.